Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Я его ведущая Наала Кови. Сегодня в программе. Состоялась торжественная церемония вручения штандарта новому главе оборонного ведомства Абхазии Беслану Свижба. 4-я международная научно-практическая конференция начала работу в Верховном суде. Республиканский культурный марафон открылся на территории Сухумской крепости. В Министерстве обороны Абхазии прошла официальная церемония передачи личного штандарта главы оборонного ведомства. Этот символ воинской чести и личной ответственности был передан новому руководителю министерства в присутствии высшего командного состава вооруженных сил и руководства Генерального штаба. Под звуки встречного марша почетный караул внес в зал государственный флаг Республики Абхазия и личный штандарт министра обороны. В соответствии с воинским ритуалом главнокомандующий вооруженными силами Бадра Гунба принял штандарт из рук передающей стороны и вручил его новому министру. Этот жест символизирует преемственность руководства и переход полноты власти в управлении военной организации государства. Личный штандарт министра обороны является особым почетным знаком. Он символизирует должностной статус и персональную ответственность руководителя за боевую готовность, подготовку и применение вооруженных сил. Уважаемый Беслан Андреевич, уважаемый Владимир Иванович, товарищи офицеры. Министерство обороны возглавил человек, который вам известен. Долгие годы был первым заместителем министра обороны, боевой офицер, человек, прошедший все тяготы нашей военной и послевоенной истории. Уважаемый Беслан Андреевич, поздравляю вас с этим важным и ответственным событием – вручением штандарта Министерства обороны. Уверен, что ваш профессиональный опыт, преданность Родине, высокая ответственность и принципиальность позволят вам достойно выполнять возложенные обязанности, эффективно решать поставленные задачи и вносить вклад в дальнейшее укрепление нашей страны. Сегодня перед вооруженными силами Абхазии стоят серьезные задачи в условиях сложной международной обстановки. Опасность и угрозы перед нашим государством возрастают. Уверен в том, что Беслан Андреевич и весь личный состав Министерства обороны справятся достойно с поставленными задачами. Особо хочу подчеркнуть, что государство и впредь будет уделять приоритетное внимание обороноспособности нашего государства. Хочу выразить особую благодарность Владимиру Ивановичу Анову, который руководил несколько лет оборонным ведомством. Владимир Иванович доказал свою преданность народу. И, конечно же, его опыт, навыки и умения еще пригодятся нашему государству. Исходя из этого, мы считаем, что Владимир Иванович должен находиться рядом с вами, с офицерами. Я в этом зале вижу много молодых офицеров, которые призваны служить этому священному долгу и далее. Товарищи офицеры, хотел бы поблагодарить вас, каждого из вас, за ваши усилия по сохранению мира и стабильности нашего Отечества. Именно благодаря вашим усилиям, усилиям ваших коллег, мы сегодня можем в столь тяжелое, непростое время жить под мирным небом. Позвольте еще раз поблагодарить вас за службу, пожелать всем нам больших успехов и развития нашему Отечеству. Спасибо. Штандарт министра – это не просто символ власти, это знак высокого доверия главнокомандующего и символ чести каждого солдата. Вступая в должность, я определяю ключевые
векторы нашей дальнейшей работы. Мы продолжим совершенствовать систему оперативной подготовки, опираясь на опыт современных вооруженных конфликтов. Нашим безусловным приоритетом остается укрепление и расширение взаимодействия с вооруженными силами Российской Федерации, нашего союзника и стратегического партнера. Мы сосредоточим усилия на внедрении новых систем вооружения, отвечающим современным вызовам и угрозам. Благополучие военнослужащих и их семей – это фундамент нашей силы. Наша обязанность обеспечить достойные условия службы и жизни тем, кто стоит на защите Родины. Сила нашей армии в неразрывной связи поколений, в мудрости ветеранов и энергии молодых офицеров, в верности традициям и готовности к вызовам завтрашнего дня. Товарищи, государство в лице главнокомандующего оказывает постоянную поддержку в решении первостепенных задач, стоящих перед армией. Товарищ главнокомандующий, ваша личная поддержка и внимание к нуждам оборонного ведомства является ключевым залогом успешного выполнения поставленных задач. Армия была и остается оплотом государственности и гарантом мирной жизни наших граждан. Я заверяю вас, что приложу все силы, знания и опыт для того, чтобы вооруженные силы оставались мощными, мобильными и способными отразить любую угрозу. Благодарю за доверие. Служу Республике Абхазия. 4-я международная научно-практическая конференция «Правосудие в Республике Абхазия» начала работу в Верховном суде. В пленарном заседании конференции приняли участие судьи, спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты парламента, представители государственных органов, правозащитных организаций, члены правительства, преподаватели вузов, ученые, практикующие специалисты из Абхазии и России. Подробности в материале Шазины Ханагуа. 4-я международная научно-практическая конференция приурочена к знаменательной дате. 13 мая исполняется 103 года со дня образования судов общей юрисдикции. Эта дата имеет особое значение для всей судебной системы нашей страны. Она напоминает о многолетней истории становления правосудия, развитии правовых институтов и той ответственности, которая сегодня лежит на судебной власти в обеспечении законности, справедливости и защите прав граждан. Открыла конференцию председатель Верховного суда. Саида Бутба подчеркнула, что конференция была впервые организована в 2023 году и приурочена к столетию судов общей юрисдикции республики. С тех пор она проводится ежегодно и служит научной площадкой, объединяющей представителей судебной системы, научного сообщества и практикующих юристов для обсуждения актуальных вопросов развития правосудия, совершенствования законодательства и правоприменительной практики. Судебная практика ежедневно сталкивается с новыми вызовами, сложными правовыми ситуациями и вопросами, требующими глубокого научного осмысления. Особо хотелось бы отметить широкую географию участников нашей конференции. Сегодня в ее работе принимают участие представители различных научных и образовательных центров Российской Федерации. Участие представителей российской юридической науки имеет для нас особую ценность. Взгляд коллег со стороны на процессы, происходящие в правовой системе Республики Абхазия, на наше законодательство и судебную практику позволяет более объективно оценивать существующие проблемы и находить новые решения. Такой профессиональный обмен мнениями способствует выработке предложений по совершенствованию законодательства, формированию новых научных подходов и развитию судебной практики. Наша задача – обеспечить максимально тесную связь науки и практики. Первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба зачитал приветственное слово участникам конференции от имени главы государства Бадры Гунба. Конференция предоставляет уникальную площадку для обмена мнениями и обсуждения актуальных вопросов развития системы правосудия в Республике Абхазия. Она также способствует укреплению взаимодействия между научным сообществом и правоприменителями, что, безусловно, будет содействовать повышению качества принимаемых судебных актов. Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, конструктивного диалога и успешной реализации намеченных инициатив.
Пусть принятые решения и обмен опытом послужат дальнейшему решению проблем, стоящих перед судебной властью, укреплению правосудия и правовой культуры в Республике Абхазия. С уважением, президент Бадра Гумба. С приветствием выступил и спикер парламента. Лаша Шуба пожелал всем участникам конференции успешной работы, плодотворных дискуссий и реализации выработанных решений на практике. Важным фактором развития судебной системы является сотрудничество Верховного суда Республики Абхазия с коллегами из Российской Федерации. Совместные исследования, участие в профильных мероприятиях, обмен опытом и практика взаимных консультаций способствуют выработке подходов к правоприменению. Народное собрание парламента Республики Абхазия высоко ценит взаимодействие с Верховным судом Республики Абхазия. Совместная работа над совершенствованием законодательства остается важнейшим приоритетом для нас. С приветственным словом выступили представители как абхазской, так и российской стороны. Они подчеркнули важность и значимость конференции как площадки для обмена опытом, развития сотрудничества и обсуждения актуальных вопросов в сфере правосудия. Наука и практика всегда идут рядом. И от того, насколько успешным взаимодействие между наукой и практикой, от того зависит и насколько успешно будет развиваться любая судебная система и любое государство. И вот такие мероприятия, на которых мы сейчас присутствуем, они как раз и являются той успешной площадкой, где наука и практика взаимодействуют и находят новые проблемы, обсуждают и находят пути их решения. В рамках конференции были презентованы ряды изданий Верховного суда. Также были представлены скульптура Архипа Лабаху, правосудие, основа государства и копия картины «Судебный конгресс в долине Геч», выполненная художником Надаром Свижбом. Авторам были вручены грамоты. Впервые конференция будет проходить в течение 2 дней. Помимо пленарного заседания, в рамках мероприятия организована работа 5 тематических секций и 1 круглого стола. По завершению будут подготовлены итоговые материалы, отражающие ключевые идеи, предложения и выводы, сформированные в ходе обсуждения докладов. Саида Бутба отметила, что в этом году формат конференции носит более открытый характер и является важным инструментом профессионального взаимодействия. В этом году следить за мероприятием можно онлайн в прямом эфире. Еще одной важной особенностью конференции является публикация докладов ее участников в очередном выпуске научно-практического журнала «Вестник Верховного суда Республики Абхазия», официального средства массовой информации. Мы рассчитываем, что эти материалы станут практическим результатом нашей совместной работы и в дальнейшем смогут быть использованы при совершенствовании законодательства, формировании судебной практики и развитии правовой системы в целом. Таким образом, наша конференция – это не только научное мероприятие, но и важный инструмент профессионального взаимодействия. Завершилось пленарное заседание на торжественной ноте. Судьям и работникам аппарата судов общей юрисдикции республики были вручены ведомственные награды Верховного суда. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Договоры о сотрудничестве подписали палаты адвокатов Абхазии, Донецкой Народной Республики и Карачаево-Черкесии. Стороны договорились обмениваться информацией, взаимодействовать в вопросах организации своевременной и квалифицированной юридической помощи гражданам. Документ также предполагает анализ и обобщение опыта совместной работы в области выработки обоснованных предложений по изменению и дополнению действующего законодательства об адвокатуре. 12 мая исполнилось 109 лет со дня рождения народного поэта Абхазии и Адыгеи, кавалера ордена Ахзапша первой степени Баграта Васильевича Шинкупа. В Сухуме, в парке, носящем его имя, состоялась церемония возложения цветов к могиле писателя. Почтить память Баграта Шинкупа пришли президент Бадра Гумба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, представители творческой и научной интеллигенции, члены Союза писателей и Ассоциации писателей Абхазии, родственники поэта, учащиеся сухумских школ. Баграт Шинкупа – автор множества сборников и стихов, оказавших огромное влияние на развитие национальной литературы. Произведения писателя переведены на многие языки мира. Одним из своих творений, романом «Последний из ушедших», он навсегда возвел памятник исчезнувшему народу убыхов. С именем Баграта Шинкупа связано появление нового жанра в абхазской поэзии – романа в стихах.
Международная повестка. Бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермак подозревают в масштабной коррупции. Прокуратура будет просить Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога 180 миллионов гривен. Украинские следователи считают бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака участником организованной схемы по отмыванию 460 миллионов гривен. По версии правоохранителей, деньги проводили через проект строительства элитных домов в Киевской области. Одновременно с этим бывшую пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлию Мендель поместили на экстремистский сайт «Миротворец» за распространение нарративов российской пропаганды. Это произошло сразу после ее интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором она поведала о коррупционных схемах украинского лидера и что ради повышения своего рейтинга он требовал от подчиненных пропаганду в духе Геббельса. Он положил руки вот так, наклонился к столу, посмотрел на нас и сказал очень раздраженным тоном: «Мне нужна пропаганда Геббельса, мне нужно тысячи говорящих голов для пропаганды». И мы были так шокированы, что почти потеряли дар речи. Мы обсудили это интервью с бывшим сотрудником украинского посольства в США и в прошлом заместителем генпрокурора Украины Андреем Тележенко. Вопрос, который волнует его и многих других: почему же бывшая пресс-секретарь прервала свое молчание только на 5-й год конфликта? Вопрос, почему сейчас, почему это не было сделано, когда был конфликт начался, когда она ушла с должности. Потому что она налаживала жизнь себе в Америке. Она работала в аналитических центрах разных, довольно неконсервативных. Ненавидела Трампа, поддерживала эту всю историю с консерваторами, довольно феминистически относилась к работе. Вот эти все процессы, и было некомфортно, неинтересно тогда, никто не понимал, что будет дальше, а вдруг вот все-таки Россию Запад победит, и что же я выйду, и куда я потом буду дальше бежать с комфортной жизнью с Вашингтона, которую она там себе обустроила, там, или где-то. Сам факт, не было человеку тогда это делать комфортно. Сейчас, когда уже весы перевернулись в сторону понимания общего, уже скрывать это нельзя, что Запад и Украина проиграли в этом, уже дальше некуда. Америке нестись с Украины некуда, это чемодан без ручек. То все уже начинают сейчас потихоньку вылазить, победу, досматривать эту всю ситуацию, добивать Зеленского, говорить правду про него, что было. Просто тогда, никто не слышал, никто не хотел слышать в основном. Сейчас это актуально. И слава богу. Помимо внутренних дел, Мендель коснулась и боевых действий на Донбассе. С ее слов, затянувшийся конфликт можно было избежать, учитывая, что в 2022 году Зеленский решил отдать Донбасс России. Теперь он говорит, что 90% украинцев не простят ему сдачу Донбасса. Откуда он берет эти числа? Таких чисел на самом деле не существует. И я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. И мне подробно объяснили, что они были согласны на все. Важно, они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс. И в тот момент я была в шоке. Это были шокирующие новости. И я спросила, правда? Он так и сказал? И мне ответили: конечно, он так и сказал. Он с этим согласен, потому что собирается положить конец ужасам войны. Он согласился отдать территорию, потому что это означало бы, что война закончена. А теперь он стоит перед миллионами зрителей и говорит: я не могу отдать Донбасс. Он не постоянен, он все время меняет точку зрения. Украина вообще могла получить Донбасс как автономный. И было бы все в шоколаде, еще какие-то преференции выторговать себе по тому же самому газотранспортной системе, обновить ее, чтобы больше потоки шли на Запад, получать на этом хорошие деньги. Водородный трубопровод, который надо было Германии через Украину пустить, и это было бы так же самое для экономически развивать. Отказаться от НАТО в ответ на это, дефицит, списать долги на Западе. И тому потом, сойти туда, если была бы цель такая, и была бы государственная позиция киевского режима. Но киевский режим не суверенный. Начиная с 2014 года, еще, может, и раньше, после первого госпереворота, как Запад просто превращает и уничтожает государственную машину, систему изнутри,
и делать все якобы реформы на благо страны. Никакие эти реформы не на благо, это была реформа подрыва государственности, суверенитета Украины. И те, кто на них пошли, продались все элиты. Просто сам факт, то, что Украина, если бы это было бы суверенное государство, были бы государством при власти, она пошла на все условия и адекватности по Минским соглашениям, выторговала себе еще бонус. Это раз. И если даже довелось до того конфликта, который был, произошел, можно было бы его остановить, не довести ситуацию до предела, то, что сейчас пол Украины нет, можно было бы это все сохранить, не доводить. У Москвы никогда не было в России желания силой брать Киев, как там все рассказывают за 3 дня. Я был в Киеве первые 2 недели СВО. Были войска вокруг Киева, но в Киеве их не было. Были, стреляли, убивали их между собой. ВСУшные формирования, всякие бандиты и тому подобное уничтожали конкурентов. Все, вот это было то, что реальность. Не было задачи не брать Киев, не возглавлять Киев. Киев политически должен был вернуться под, как говорится, под влияние нейтралитета. Это тогда был. Сейчас это уже позиция стоит, что Киев должен быть под Москвой, потому что другого варианта оставлять это на произвол, чтобы через 5-10 лет опять с Украины была угроза, а Москва себе позволить такое не может. Коллектив абхазского телевидения понес утрату. На 63-м году скоропостижно скончался наш коллега Руслан Хаджимба. Выпускник Харьковского радиотехнического института Руслан Хаджимба начинал работу на абхазском телевидении еще до начала Отечественной войны народа Абхазии. Во время войны был в числе тех, кто обеспечивал вещание канала из Гудауты. После окончания войны вместе с товарищами практически с нуля собирал студию абхазского телевидения в сгоревшем здании Совмина в Сухуме. Его знания и опыт помогли запустить чудом уцелевшее оборудование и наладить работу канала. Кавалер ордена Ахтапша III степени удостоен звания «Заслуженный работник культуры Абхазии». Руслан Хаджимба был высокоэрудированным человеком, хорошо знал свое дело и помогал молодым специалистам словом и советом. Был добрым, отзывчивым товарищем. Его отличали природная скромность и преданность любимому делу. Таким он и останется в памяти своих друзей и коллег. Уход таких профессионалов, как Руслан Хаджимба, это всегда большая потеря. Руслан принадлежит к когорте первооткрывателей, первопроходцев национального телевидения и один из лучших инженерно-технических работников. Телезрители обычно воспринимают телевидение как только через ведущих, корреспондентов, которые появляются в кадре, дикторов. Мало кто задумывается, что все это обеспечивают высокопрофессиональные люди, которых, как правило, почти никогда не видно. Они всегда остаются за кадром. Вот Руслан относится к таким людям. Удивительный, интеллигентнейший, порядочнейший человек. Творческая профессия, она всегда конкурентная. Это всегда состязание талантов. И это касается и технической сферы, это касается и непосредственно самой творческой деятельности. Никогда в жизни за 40 с лишним лет я не помню, чтобы Руслан каким-то образом имел отношение к любого рода творческим дрязгам, внутрицеховым разборкам. Еще раз повторяю, это глубоко порядочный человек. Вот с его уходом потихонечку, к великому нашему сожалению, уходит поколение тех, кто начинал, создавал абхазское телевидение. И для нас это очень-очень большая потеря. В Сухумском музыкальном училище имени Чичба дан старт капитальному ремонту. Проект предполагает комплексный капремонт всех помещений, обновление интерьеров и коммуникаций, замену окон и кровли и реставрацию фасада. Адиса Сагария расскажет детали.
В Сухумском музыкальном училище имени Чичба кипит работа. В ведущем учебном заведении республики, где готовят музыкантов, дирижеров и вокалистов, начинается капитальный ремонт. Работы осуществляются при поддержке Минкультуры России. Общая стоимость проекта составляет 300 миллионов рублей. Программа включает полное обновление инженерных сетей, помещений, замену кровли и закупку новых музыкальных инструментов. Сегодня в музыкальном училище имени Чичба начались работы, направленные на вывоз мебели, инвентаря в преддверии масштабных работ, которые предстоят буквально уже в ближайшие дни. Все это стало возможным благодаря совместной работе Министерства культуры Российской Федерации и Республики Абхазия. И хотелось бы, конечно, пользуясь возможностью, выразить огромную благодарность коллеге, министру культуры Российской Федерации Ольге Борисовне Любимовой за поддержку. Сухумское государственное музыкальное училище имени Алексея Чичба было основано 15 июня 1930 года. С тех пор здесь ремонт не производился. Для нас это очень волнительно, потому что совсем недавно мы праздновали юбилей училища, 95 лет, юбилей Чичба, чьим именем названо училище, столетие со дня рождения. И, конечно, училище с такой потрясающей историей, с красивой историей, которая воспитала много выдающихся деятелей музыкальной культуры. Конечно, оно достойно самого лучшего. Самое главное, что радует, во-первых, у нас будут возможности работать в тех помещениях, которые после войны закрылись. Это довольно-таки большая территория задней части училища. Она совершенно была в запустении, и мы не были в состоянии ее реконструировать. Сейчас мы планируем там открыть эстрадное отделение, полностью его оснастить и вносить новые коррективы в наши учебные планы, потому что появятся новые предметы с современным уровнем обучения, то, чего у нас не было в послевоенные годы. Сухумское музыкальное училище располагается в доме купца Самсона Нинуа. Фасад здания особняка 1914 года постройки. Здание внесено в список объектов историко-культурного наследия республики. И поэтому его ждет реставрация с восстановлением недостающих декоративных элементов. Также проектом предусмотрена замена кровли и окон, капитальный ремонт всех помещений, 12 музыкальных классов, 2 актовых зала и административные помещения, комплексные работы по обновлению интерьеров, включая покраску, замену пола и дверей и коммуникации здания. Если у нас все получится, то, возможно, мы на территории музыкального училища, это наша большая мечта, хотим построить небольшой концертный зал. Поэтому очень надеемся, что это у нас получится. Прилегающая территория также будет благоустроена. Во дворе организуют зеленые зоны, установят скамейки, освещение, необходимое ограждение, а дорожки вымостят плиткой. В дальнейшем приступят уже к демонтажным работам, и данный объект проводится в рамках инвестиционной программы. Работы будут проводиться по внутриотделочным также, и по фасаду, и по кровле, благоустройству всей территории. Фасад остается тот же, просто его отреставрируют, приведут в порядок. Помимо этого будут закуплены новые музыкальные инструменты, концертные кабинетные рояли, акустические цифровые пианино, цифровые фортепиано, различные ударные духовые инструменты, а также различная мебель и современное оборудование для организации учебного класса. Капитальный ремонт планируют завершить в первой декаде 2027 года. Адис Сагари, Заурлиева, Абхазское телевидение. Яркие, красивые, талантливые, целеустремленные. В Абхазском театре состоялось волнительное событие для абитуриентов, будущих актеров и режиссеров. Конкурсное прослушивание на обучение в институте имени Бориса Щукина. Это редкая возможность, которой воспользовались 11 молодых людей, подавших заявки в Абхазский театр. На прослушивании была Ирена Богателья. Старейший главный национальный театр республики всегда славился своей талантливой труппой.
Эти традиции не просто нужно продолжать, важно взрастить новое поколение артистов, которые, подобно свежему дыханию, привнесут свою значимую лепту в национальное театральное искусство. В фойе театра молодые девушки и парни о чем-то переговаривают. Кто-то волнительно в стороне повторяет свои тексты. Словом, неизбежно ощущается напряжение. Я очень уверен в себе. Я считаю, что все, кто здесь находится, они все очень хорошие ребята, которые подготовили свою программу, и они совсем справятся. Я с детства выхожу на сцену. Первый раз я на сцену вышел в 3 классе. Мне очень нравится это дело. Я люблю, когда я выступаю, рассказываю стих или же просто сцену ставлю. Люди смотрят на меня, восхищаются мной, им нравится то, что я им рассказываю, они мне аплодируют. Да. Помимо этого всего, мне это дело очень нравится. А из кабинета уже вызвали первую 5. Будущим актерам необходимо представиться, рассказать о себе и обязательно продемонстрировать свои возможности посредством рассказа стиха, басни, спеть и станцевать. Сейчас мы приехали, чтобы набрать ребят, которые будут учиться в составе основного курса. Будем сегодня смотреть ребят. Мы смотрим, есть ли у человека данные, чтобы заниматься этой профессией. И исходя из наличия или отсутствия этих данных, уже происходят какие-то дальнейшие действия. Внешняя фактура, умение рассказать историю, обаяние, юмор. Я желаю каждому абитуриенту найти свою дорогу в этой жизни. Стоит отметить, что от Абхазского театра в Щукинский институт целевой курс впервые был направлен в 2013 году, которые после 4 лет обучения вернулись на родину, и многие из них строят яркую актерскую карьеру на родной сцене. Обучение и проживание для будущих студентов будут бесплатными. Прослушивание длилось более 3 часов. Абитуриенты выразительно читали стихи и отрывки из произведений как русских классиков, так и абхазских писателей. Танцевали современные абхазские танцы. Итоги прослушивания станут известны позже, а сейчас можно с уверенностью сказать, что мы стали свидетелями рождения новых звезд Абхазского театра, чего искренне желаем. Ирина Богателия, Ахрамичпа, Абхазское телевидение. Республиканский культурный марафон «Весна в Абхазии» открылся на территории Сухумской крепости. Он одновременно проходит по всей республике. Организаторы Госкомитет по делам молодежи и спорта совместно с Управлением по делам молодежи и спорта администрации столицы. Аэлита Рутинян расскажет подробности. Мероприятие организовано в рамках реализации государственной молодежной политики с целью поддержки молодых талантов и укрепления культурных связей. Во всех районах страны молодые талантливые художники представят свои работы на выставках. В столице экспозицию организовали на территории Сухумской крепости. Данный марафон нацелен на выявление талантливой молодежи, для того, чтобы они здесь могли собраться, обменяться своим опытом и теми набросками, которые у них в дальнейшем готовы и собираются реализовать. Считаем, что данное мероприятие необходимо для того, чтобы наши молодые таланты могли и в дальнейшем самореализовать себя. Хочу поблагодарить Управление молодежи и спорта администрации города Сухум. Они нам помогли во многом здесь все организовать. У нас очень большое количество талантливой молодежи, которые хотят реализовать себя. И именно такие мероприятия помогут им показать то, на что они способны. И наша задача в том, чтобы помогать реализовывать их талант. Спасибо вам большое. Я думаю, что это не первая наша такая будет выставка для поддержки талантливой молодежи. Республиканский культурный марафон «Весна в Абхазии» объединил молодых художников со всех районов страны. В рамках проекта начинающие авторы представляют свои творческие работы на выставочных площадках республики. У нас прекрасное комьюнити художников. Оно состоит из огромного количества взрослых, уже совершеннолетних художников, которым мы даем базу для реализации своего творческого потенциала уже на платформе Дома культуры города Гагра. Я сама тоже художник, выставляю свою одну работу здесь, и очень приятно участвовать в подобном марафоне. Вообще все мое творчество началось с некой эстетики закулисья балетных мероприятий, балетных репетиций.
Это такой интересный, по моему мнению, процесс, потому что это не репетиции на сцене, это именно закулисная эстетика, где показываются женственные образы, где показывается суета закулисных мероприятий. В Сухуми экспозиция развернулась на территории Сухумской крепости. В районах выставки проходят в домах культуры. Сегодня в Сухумской крепости представлено около 30 картин. Здесь не представлены картины Сухумского района, здесь картины только с районов Республики Абхазия. Художественным училищем Александра Чачпы были представлены 20 дипломных работ, которые были отправлены 10 в город Гал, 10 в город Гагра. Сегодня картины представлены в разной технике. Есть и картины в графической иллюстрации, есть в акварели и есть в гуаше. Отдельно хотим поблагодарить Сухумскую крепость в лице Айнара Айналопа за помощь в организации данного мероприятия. Возрастной ценз участников от 14 до 30 лет. На территории Сухумской крепости в Сухуме культурный марафон «Весна в Абхазии» будет проходить до 15 мая. Вход свободный. Айлита Арутюнян, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В среду 13 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза, туман. Температура воздуха ночью 12-17, днем 17-22 градуса, температура морской воды 14 градусов. Бряла Охат Бряхдыра, трекур программа Харкшупас Хабхафюайт, все раз.